13 происшествий, 13 пострадавших и 1 погибший. Рост ДТП в 3 раза. Это печальная статистика аварий с участием электросамокатов в республике за этот неполный год. Плюс только в сентябре на всю страну прогремели 2 случая лишения прав водителей двухколесных транспортных средств с электродвигателями. Аренда самокатов через различные приложения производится без учета их мощности и вообще не требует никаких документов, нужна только банковская карта. Другими словами, абсолютно непонятно, кто берет в шеринг данный самокат. По действующей редакции правил дорожного движения человек на электросамокате одновременно может считаться и пешеходом, и велосипедистом, и водителем мопеда. Соответственно, и ответственность у него расплывчатая. Изменить это должна новая редакция ПДД. Ее проект год назад представил Минтранс России. Только и к нему возникли вопросы. Например, к какому виду транспорта относить детские электромобили? По стране дети на мопедах катаются не в том возрасте, без водительского удостоверения, без шлема, еще и по тротуару. Да, вот вся абсурдность действующей редакции правил. Легче производителей детских игрушек подвести под эти правила, чем правилами подходить под выпускаемые детские игрушки. Или вот новое понятие СИМ – средства индивидуальной мобильности. Татарстанские автоинспекторы предлагают назвать так все устройства с электродвигателем мощностью до 250 Вт. То есть скорость их максимум 20-25 км в час. Исключение – велосипедисты и инвалидные коляски. Здесь появится четкая градация, кто кем является, и, соответственно, уже для этих категорий мы с вами сможем четко понимать, кто каким правилам дорожного движения должен следовать. Всего сегодня предложили изменить 8 пунктов в обновленных правилах дорожного движения. Преимущество на тротуаре всегда за пешеходом, а не за владельцем СИМов. При переходе трассы водитель электротранспорта становится пешеходом. До конца ноября по всей стране продолжится общественное обсуждение. По итогам сегодняшних обсуждений предложения ГИБДД республики дополнительно проработаются и затем будут направлены в Министерство транспорта страны. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.